20 марта на расширенном заседании Исполнительного комитета Всемирного уйгурского конгресса было принято решение о проведении глобальных мероприятий в память об Арынском инциденте 5 апреля. В заседании, которое происходило в онлайн-формате, приняли участие 80 членов делегаций со всего мира, в том числе из США, Канады, Японии, Австралии и Турции. Среди участников были члены Исполнительного комитета Всемирного уйгурского конгресса, директора и заместители председателей различных комитетов, а также руководители различных организаций, поддерживающих ВУК. В ходе встречи обсуждалась память об инциденте в Барыне, произошедшем 5 апреля, и детали мероприятий, которые пройдут в США в апреле по этому случаю. В 1990 году в деревне Барын Актузского района Кашгара произошел Барынский инцидент, в ходе которого молодые люди протестовали против политики китайского правительства по истреблению уйгуров в рамках так называемого планирования семьи. И эти протесты были жестоко подавлены китайской армией. Это до сих пор остается в памяти. Китай незаметно продвигает свой план по экономическому влиянию на тюркские государства. В соответствии с новым планом Китая был создан секретариат механизма сотрудничества Китай-Центральная Азия. Секретариат механизма сотрудничества Китай-Центральная Азия, который является новым планом Китая в отношении тюркских государств, был открыт в городе Шан, провинции Шанси, важном городе на северо-западе Китая. Ван И, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая и министр иностранных дел, 31 марта 2024 года выступил с заявлением о важности секретариата. Япония и Европейский Союз планируют начать переговоры о сотрудничестве в области передовых материалов для чипов и батарей нового поколения, чтобы снизить зависимость от Китая, сообщает японское издание Никкей. Ильяна Иванова, член комиссии ЕС, отвечающая за инновации и исследования, заявила, что создание такой структуры диалога в областях, представляющих взаимный интерес, принесет пользу обеим сторонам. Центральный исполнительный совет партии АК сегодня впервые собрался под председательством президента Эрдогана после прошедших 31 марта местных выборов. Эрдоган отметил, что главной причиной этого стало то, что избиратели, проголосовавшие за партию АК 10 месяцев назад, на этот раз не пришли на избирательные участки. «Это не только потеря голосов, но и потеря крови и души», — сказал Эрдоган. «Либо мы восстановим себя, увидев свои ошибки, либо будем продолжать таять, как лед на солнце». Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в городе Хуалиен на восточном побережье Тайваня. В результате самого смертоносного землетрясения на Тайване за последние 25 лет погибли 9 человек. Спасатели продолжают работать над вызволением людей, оказавшихся под завалами обрушившихся строений и туннелей. По официальным сообщениям, общее число раненых достигло 800 человек. Метеорологическое агентство Японии зарегистрировало магнитуду землетрясения 7,7 и сообщило о небольших волнах цунами на Окинаве, а власти Филиппин призвали эвакуироваться с побережья. Землетрясение ощущалось даже в китайской провинции Фуцзянь и Шанхае. Мусульманские лидеры общественного мнения, приглашенные на традиционный ужин ифтар, организованный в Белом доме во время Рамадана, отклонили приглашение из-за войны в Газе. Из-за отсутствия желающих мероприятие превратилось в малопривлекательную встречу. Источники сообщили Аль-Джазира, что некоторые из тех, кто первоначально согласился принять участие в мероприятии, были вынуждены отменить свое решение из-за реакции членов мусульманской общины.